Далее на телеканале «Якутия-24» мы вместе с коллегами расскажем о новостях экономики, чрезвычайных происшествиях и других событиях. И начнем с актуального курса валют. Курс евро 85 рублей 96 копеек. Курс доллара США 78 рублей и 72 копейки. Покупает и продает американскую валюту сегодня выгоднее всех Россельхозбанк. Покупает за 76 рублей и 51 копейку, а продает за 78 рублей и 11 копеек. Покупает 1 евро в Якутске сегодня по самой приемлемой цене банк АТБ за 84 рубля и 37 копеек, а продает европейскую валюту выгоднее всех Россельхозбанк за 86 рублей и 6 копеек. Президент России Владимир Путин призвал страны Большой Двадцатки к созданию общего плана действий для стабилизации ситуации на фоне всемирного кризиса из-за коронавируса. Об этом он сообщил во время своего выступления на экстренном саммите G20 в формате видеоконференции в Новоогарево. Кроме того, российский лидер отметил, что усилия Всемирной организации здравоохранения должны быть направлены на выявление скрытых эпидемий коронавируса в странах, где нет возможности проводить тестирование. Также глава государства заявил о необходимости передачи достоверных сведений о количестве заболевших из всех стран. Совместные исследования наших стран также могли бы серьезно ускорить разработку вакцин и лекарств, добавил российский лидер. Тем временем группа российских военных специалистов прибыла на север Италии в город Бергамо для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. 32 прибывших медработника направятся в полевой госпиталь, который в настоящее время строится в одном из наиболее пострадавших от COVID-19 городов, заявил генеральный консул России в Милане Александр Нуризаде. Он также прокомментировал относительно небольшое в сравнении с Италией количество зараженных коронавирусом в России, отметив, что в стране приняли довольно жесткие ограничительные меры с самого начала. «Мы более или менее следуем примеру Италии», – добавил генконсул. Всего в Италии наиболее пострадавшие от вспышки коронавирусной инфекции подтверждены около 74,5 тысяч случаев заражения COVID-19. 7,5 тысяч человек умерли от вируса. Между тем, правительство решило дать бизнесу беспроцентные кредиты для выплаты зарплат. Кредитованием предприятий займутся ВТБ и Сбербанк при поддержке Центробанка. Заем средств будет рассчитан на полгода, однако при ухудшении ситуации в экономике может быть продлен. Как пояснил зампред правительства России Андрей Белоусов, власти не намерены запускать процедуру банкротства тех предприятий, которые через полгода не смогут выплатить налоги. Посмотрим, что будет через 6 месяцев. Мы не знаем, сколько продлится кризис, но точно могу сказать, мы не начнем банкротить предприятия, заверил он. По его словам, правительство будет рассматривать два варианта – либо рассрочку, либо продление льготного периода для компаний. А 25 марта во время обращения к россиянам по поводу коронавируса Владимир Путин объявил о непростых мерах, одна из которых затронет вкладчиков. Речь идет о подоходном налоге в 13% на процентные доходы по вкладам и инвестициям в долговые ценные бумаги, если сумма таких вложений превышает 1 миллион рублей. Подробнее в экономическом обзоре расскажет мой коллега Иван Лазаренко. Иван, приветствую. А как же отреагировали на это сообщение банки и сами вкладчики? Сергей, приветствую. Даже несмотря на то, что предложенная президентом мера должна принести в казну порядка 150 миллиардов рублей, она затронет всего 1% от общего числа вкладов россиян. Однако сразу после выступления главы государства банки столкнулись с серьезной проблемой. Жители начали массово подавать заявления о закрытии своих депозитов и выдаче наличных с расчетных счетов. Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов. Поведение клиентов вызвано заявлением президента Владимира Путина о необходимости взимать налог с процентных доходов по вкладам на сумму от 1 миллиона рублей, считают банкиры. И уверены, что клиенты просто не поняли суть нововведений. Вечером в четверг, 26 числа, объясняя, как будет применяться налог, дал глава Минфина Антон Силуанов. Министр
Министр уточнил, что налог начнет действовать с 2021 года. Им не будут облагаться процентные доходы по вкладам, полученные в текущем году. Впервые заплатить этот налог владельцам вкладов придется только в 2022 году. Ну а Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта оценила убытки от спецрейсов, организуемых для вывоза россиян из-за стран со вспышкой COVID-19, минимум в 500 миллионов рублей в сутки. В связи с тем, что указанные рейсы выполняются с односторонней загрузкой, прямой убыток авиакомпаний по каждому такому рейсу, по оценкам экспертов ассоциации, составляет до 2,5 миллионов рублей при выполнении рейса на узкофюзеляжном самолете и до 4-5 миллионов рублей на широкофюзеляжном самолете. Выполняется до 200 таких рейсов в сутки, что приводит к дополнительным прямым убыткам российских авиакомпаний в размере не менее 500 миллионов рублей ежесуточно, отмечают эксперты. Для поддержки отрасли предлагаются ряд мер, в том числе установление нулевого НДС на все внутрироссийские рейсы и мораторий на аэропортовые и аэронавигационные сборы. Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику. Каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок. Пессимизм тотально преобладает в бизнес-сообществе в России. Опрос выявил самый высокий уровень неопределенности в финансовом секторе, недвижимости, транспорте и сфере обрабатывающих производств. Согласно данным опроса, почти каждая третья опрошенная компания, это 29%, уже оптимизировала фонд оплаты труда, перевела сотрудников на удаленку с меньшей зарплатой, сократила штаты зарплаты, перевела часть работников на контракты. Каждая вторая компания говорит, что, вероятно, снизит численность сотрудников примерно на 13%, а каждая пятая планирует снизить зарплаты. Правительство уже решило предоставить бизнесу кредиты под 0% на выплату зарплат, а премьер Михаил Мишустин пригрозил проверками за увольнение на фоне пандемии. Банк России в последний рабочий день текущей недели 27 марта установит курс иностранных валют к рублю, которые будут действовать с 28 марта по 6 апреля включительно. Аналогичным образом будут сформированы учетные цены на драгоценные металлы. Как пояснили в пресс-службе регулятора, такая необходимость связана с указом президента Владимира Путина об объявлении в России дополнительных нерабочих дней с 30 марта по 5 апреля. Также Банк России рекомендовал кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля работать в режиме аналогичном новогодним праздничным дням. При необходимости финансовым структурам предписано составить список дежурных отделений. В российском правительстве назвали сумму, которая понадобится на поддержку семей с детьми из-за пандемии коронавируса. На это направят почти 105 миллиардов рублей. Деньги выделят из федерального бюджета. Выплаты начнутся в июне, на месяц раньше запланированного срока. Еще примерно 31,5 миллиарда рублей поступит из региональных бюджетов, уточнил премьер-министр Михаил Мишустин. Поддержка семей и другие меры, принимаемые во время пандемии, ранее предложил президент Владимир Путин. В частности, он призвал граждан не полагаться на русский авось и следовать рекомендации оставаться дома, тем более следующая неделя объявляется нерабочей, чтобы сдержать распространение вируса. Ну а Минстрой и Минэкономразвития обсуждают с Центральным банком вопрос о том, чтобы не вводить с 1 июля показатель долговой нагрузки для граждан, которые хотят взять жилищный кредит. Эта мера необходима для того, чтобы не допустить спада ипотечного кредитования. Также Минстрой и Минэкономразвития предлагают субсидировать ставки по ипотеке, если начнет повышаться ключевая ставка Центробанка. Эта мера работала в рамках предыдущих антикризисных планов и оказалась самой популярной. Также планируется обсудить с Центробанком вопрос неначисления дополнительных резервов для банков по кредитам, которые реструктуризируются из-за того, что заемщик попал в сложную экономическую ситуацию. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Сергей, ну а как изменится ситуация в мире экономики, я расскажу в следующем выпуске. Иван, спасибо. Это был Иван Лазаренко с новостями экономики, а мы идем далее. Жители нашей страны уже привыкли к тому, что практически каждый месяц в России появляются новые законы, которые серьезно меняют их жизнь, причем не всегда в лучшую сторону. Апрель в этом плане будет относительно спокойным. Подробности у Юлии Великодной. Юля, тебе слово. Коллеги, приветствую! Новых законов и изменений, которые начнут действовать с 1 апреля немного, а некоторые из них даже вполне позитивные.
В связи с ситуацией по коронавирусу Центробанк рекомендовал кредиторам смягчить условия по судам заболевших клиентов. Банки, микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы могут не начислять пени и штрафы по кредитам и займам, если заемщик, допустивший просрочку, заразился коронавирусной инфекцией. Для этого ему придется предоставить заявление и подтвердить его медицинскими справками. Также Центробанк рекомендует кредиторам в ближайшие полгода не взыскивать заложенную недвижимость с должников по судам и займам, подтвердивших заражение COVID-19. Кроме этого, с 1 апреля в силу вступает обязательный досудебный порядок рассмотрения споров, тех, которые касаются страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. А с 10 апреля российские суды вновь начнут принимать граждан. Напомним, с 19 марта личный прием из-за коронавируса был прекращен и рассматривались только безотлагательные споры. После завершения карантина нагрузка на судей резко вырастет. Им нужно будет рассматривать поступившие и находящиеся в судебном производстве дела. Также с 1 апреля налоговые инспекторы вправе уведомлять плательщиков по электронной почте и СМС-сообщениями о недоимке, задолженности по налогам, штрафам, пеням. Уведомление разрешено один раз в квартал при наличии письменного согласия плательщика. С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 6,1%. Это в 2 раза больше, чем инфляция за прошлый год. Повышение коснется свыше 3 миллионов человек. На апрельскую прибавку к пенсии Пенсионный фонд России выделит 22 миллиарда рублей. Если пенсионер получает пенсию, размер которой ниже регионального прожиточного минимума, к ней будет сделана прибавка до этого уровня. Средняя социальная пенсия будет равна 9800 рублей. Коллеги, у меня на этом все. Еще добавлю, что 12 апреля – это дата окончания карантина в школах по всей России. Юля, спасибо. А мы идем далее. США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом. Такие оценки приводят университет Джонса Хопкинса и газета The New York Times. По информации университета, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США выявили более 82 тысяч случаев инфицирования. Умерли более 1100 человек. На втором месте Китай, где зарегистрировали 81 тысячу случаев и более 3000 летальных исходов. На третьем Италия. Согласно приведенным университетом данным, в США больше всего случаев заражения зафиксировали в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Калифорния. Между тем, состояние Льва Лещенко, находящегося в реанимации, улучшилось. Певец больше не нуждается в высокой кислородной поддержке. Ранее в телеграм-каналах появилась информация о положительном результате теста на коронавирус у певца. Народный артист, продюсер Владимир Винокур рассказал ТАСС, что, по его данным, Лещенко проходит лечение в связи с двусторонним воспалением легких. 78-летний Лещенко и его супруга Ирина накануне в связи с плохим самочувствием добровольно легли на обследование в больницу в московском поселке Коммунарка, где сейчас находятся пациенты с подозрением на коронавирус. Певец был помещен в реанимацию для кислородной процедуры. Артист вернулся с гастролей в США и Канаде. Заразился коронавирусом и знаменитый писатель Борис Акунин. Он призвал своих поклонников не паниковать, но при этом быть осторожными. Борис Акунин сообщил об этом на своей странице в Facebook. «Малость окрепну, обязательно поделюсь впечатлениями. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем», говорится на его официальной странице. Возвращаемся в нашу республику. Порыбачил на 5 миллионов. В Алданском районе сотрудники ДПС остановили автомобиль для формальной проверки. В ходе осмотра транспорта внимание полицейских привлекли мешки с рыбой, документов на которые у мужчины не оказалось. Подробности расскажет Александр Хавренко. Александр, приветствую. Что же было в мешках? Приветствую тебя, Сергей. В мешках оказались 33 сибирских осетра. Эта рыба занесена в Красную книгу России и, по оценкам экспертов, браконьер нанес ущерб биологическим ресурсам на сумму 5 миллионов 300 тысяч рублей. В эфире обзора чрезвычайных происшествий, в студии Александр Хавренко. Полицейские Алданского района возбудили уголовное дело по статье «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу». Подозреваемым стал 46-летний мужчина, который незаконно выловил 33 сибирских осетра, причинив биологическим ресурсам особо крупный ущерб в размере около 5 миллионов 300 тысяч рублей.
На автодороге, соединяющей Алданский и Меган-Кангаласский районы, инспектор ДПС остановил микроавтобус марки УАЗ. При осмотре машины в багажнике были обнаружены мешки с рыбой без сопутствующих документов на перевозку и лицензии на вылов. Изъяты биологические ресурсы, добытые 46-летним мужчиной основного транспортного средства. Экспертиза отнесла к виду сибирский осетр, который унесен в Красную книгу Российской Федерации. В настоящее время подозреваемый дает признательные показания. В полицию Миконского района поступило сообщение о мошеннических действиях в отношении руководителей образовательных учреждений. В управление образования позвонил неизвестный мужчина и представился заместителем прокурора из Москвы. Во время разговора звонивший сообщил о том, что будет проведена проверка в детском саду и общеобразовательной средней школе. Под предлогом покупки цветов, конфет и других затрат для членов комиссии злоумышленник настоятельно попросил перевести деньги на отправленный им счет. Введенные в заблуждение потерпевшие перечислили на счет афериста более 74 тысяч рублей. По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В ходе оперативно-профилактических мероприятий участковые Вилюйска выявили факт незаконной реализации алкогольной продукции физическим лицом. 58-летний местный житель осуществлял продажу спиртного из своего автомобиля возле одного из домов города Вилюйска. В ходе досмотра в салоне автомобиля обнаружено и изъято 4 бутылки водки. В отношении правонарушителя составлен административный протокол за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Теперь бутлегера ждет штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией алкоголя. С заявлением в полицию обратилась 38-летняя жительница Нерюнгри. Женщина пояснила, что ей поступил телефонный звонок от якобы сотрудника банка. Сначала позвонила девушка, которая сообщила, что с карты заявительницы кто-то пытается снять деньги. И для предотвращения операции попросила назвать номер банковской карты и 3 цифры с оборотной стороны, что потерпевшая и сделала. Затем лжесотрудница сказала, что после их разговора ей позвонит сотрудник другого известного банка. Якобы мошенники полностью взломали безопасность и защиту банковских карт, оформленных на ее имя. Вскоре женщине позвонил очередной лжебанкир и сообщил об аналогичной ситуации с ее кредитной картой. Мужчина также попросил назвать все данные карты. После этого мужчина сообщил, что денежные средства, которые были списаны с ее карты, вернутся в течение получаса. Но этого не произошло. В результате потерпевшая лишилась 14 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка. В Алдане осужден мужчина, обвиняемый в убийстве и угрозе убийством. Весной 2019 года между работниками одной из золотодобывающих компаний во время пьяного застолья возник конфликт, в ходе которого подсудимый ударил потерпевшего топором в область шеи и лица. От полученных травм потерпевший скончался. Свидетелем преступления стал коллега погибшего, которому подсудимый пригрозил убийством, если тот проболтается. Подсудимый вину в предъявленном обвинении не признал, но гособвинителям суду предоставлены неопровержимые доказательства его виновности, которые явились основанием для вынесения обвинительного приговора. Мужчину приговорили к 11,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. В суд направлено дело в отношении женщины, члена организованной группы, которая обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой. В декабре 2019 года жительница Якутска, действуя в качестве закладчика, в составе организованной группы получила по почте для распространения в Якутске партию наркотического средства типа «Спайс» в особо крупном размере. Однако реализовать свой умысел не успела ввиду задержания сотрудниками полиции, которые изъяли у нее заказанную партию наркотиков. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В отношении неустановленных поставщиков наркотиков, действовавших и руководивших действиями женщины через интернет, уголовное дело выведено в отдельное производство. В Магнитогорске Челябинской области произошел взрыв газа в жилом доме. ЧП произошло в многоквартирном жилом доме на 2-м этаже. После взрыва в 6 квартирах началось возгорание. Пожару присвоен 3-й ранг сложности. В результате взрыва 2 человека погибли. На данный момент пожар в 5-этажном доме в Магнитогорске локализован. Горят только балконы. С горящего здания спасены более 30 человек. Взрыв газовоздушной смеси произошел вечером в четверг в квартире на 2-м этаже 5-этажного жилого дома. По словам очевидцев, незадолго до взрыва в подъезд дома занесли газовый баллон. Видео со следствия. На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных происшествиях в мире, стране и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей. Сергей, на этом у меня все. Александр, спасибо. Ну а мы идем далее.
Коронавирус внес свои коррективы в гастрольную программу виртуозов Якутии. Именитый ансамбль скрипачей вернулся на родину из очередной поездки в Соединенные Штаты Америки. В рамках заграничного турне музыканты посетили самый солнечный штат – Флориду. Но из-за пандемии COVID-19 и отмены массовых мероприятий в Штатах вместо 7 концертов музыканты дали 3. Но зато какие! Заграничным слушателям ансамбль из Якутии представил мировые шедевры классической музыки. Настоящую золотую коллекцию от Паганини до Чайковского. Гастроли виртуозов продлились 2 недели. Выступления прошли на площадках Юга Америки. Сейчас музыканты по понятным для всех причинам находятся на карантине в Якутске. И вот что они передают из обсерватора. Приехали 10 марта, 11, 12, 13 мы дали 3 концерта в разных городах штата Флориды. И вдруг 14 приходит сообщение местных СМИ, что у них объявляется отмена в связи с положением по коронавирусу, отмена всех мероприятий. Улететь мы раньше не смогли, потому что рейсы Майами-Москва были уже заранее переполнены. Пришлось нам дожидаться в гостинице с нашего срока, и мы прилетели в Шереметьево 23 числа. Добавлю, приезд музыкантов на родину совпал с карантинным режимом. В Якутске сразу с трапа самолета 25 марта всех участников американского турне доставили в обсерватор, расположенный в районе ГРЭС. Сейчас музыканты находятся под наблюдением врачей, их здоровью ничего не угрожает. 2 недели будем находиться здесь, под карантином, проводить занятия по удаленной форме с учащимися и студентами нашей высшей школы музыки. У нас ежедневно мерят температуру. Температура у всех нормальная. А анализы, говорят, возьмут только на 10-й день. Сейчас такая метода. Ну и вот будем ждать вас всех с удовольствием на наших дальнейших концертах. Тем временем пробы биоматериалов с данных в региональных лабораториях сегодня проходят обследование на коронавирус. Насколько активно население Якутии сдают анализы и как работает лаборатория по определению конечного результата, расскажет наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Он на прямой связи с нашей студией. Дима, приветствую. Тебе слово. Здравствуй, коллеги. Сейчас мы находимся в одном из лабораторий города Якутска. Он расположен по адресу Очищенко 4/1. И вот как вы здесь наблюдаете, полностью здесь закрытая зона, стерильная. Прежде чем сотрудники сюда попасть, они проходят здесь, одевают маски, шапочки, перчатки. Также обрабатывают лицо и руки дезинфицирующим средством. Далее здесь вот эта дверь, это непосредственно сама лаборатория, где непосредственно уже проводят испытания биологического материала. Также эта дверь полностью здесь закрыта, здесь внутри стерильная зона, здесь никого не пропускает, эта дверь, соответственно, тоже не открывается. Весь персонал, который здесь работает, они проходят, то есть попадают туда только через отдельный вход. Ну а рядом со мной здесь сейчас стоит главный биолог этого центра, она нам расскажет, сколько проб они принимают за сутки и откуда они сюда попадают. Здравствуйте. Ну, сегодня вы, как уже видите, мы со вчерашнего дня начали принимать биоматериал. Вчера у нас было поступление с нашей поликлиники, Республиканской клинической больницы номер 3. А сегодня у нас было поступление с Нюрбы и тоже с нашей поликлиники. У нас получается, что персонал работает в данное время 3 человек. Я вот биолог. У нас вот лаборант и санитарка. Пожалуйста, снимите, вот каких наших защитных они работают. Ну вот оператор сейчас вам покажет, в каких формах они здесь работают. Полностью вот так их специально одевают, и потом только с такими вот униформами они находятся внутри данного кабинета. Ну, а сейчас хочется отметить, что можно еще вот следующий вопрос, и через сколько, вот за это время были ли какие-то положительные результаты или нет? Мы провели за вчерашний день 11 пациентам, и все результаты отрицательные.
Спасибо. Ну а более подробно вообще как работает данная лаборатория и насколько она оснащена необходимым оборудованием, нам расскажет заведующий центром. Здравствуйте. Ну расскажите, насколько техникой и материалами обеспечена лаборатория и как вы вообще работаете здесь? Лаборатория открылась по приказу Министерства здравоохранения на вторую категорию опасности возбудителей, то есть на коронавирус COVID-19. Имеется 15 единиц оборудования. В экстренном порядке закупается еще 10 единиц оборудования. Специалисты у нас, биологи, врачи, лаборанты, имеют высшую категорию, прошли обучение на базе федерального бюджетного учреждения здравоохранения, гигиены и эпидемиологии Республики Саха-Якутия, генетическими исследованиями занимаются с 2013 года наши специалисты и имеют очень большой стаж работы. Опыт работы большой имеют. В чем суть разворачивания этой лаборатории? Конечно, это охват более массового населения, потому что мы знаем, что на примере уже европейских стран, что наименьшие потери понесли европейские страны, которые массовое тестирование ввели. У нас вводится это массовое тестирование в республике постепенно. Карантинные меры, они дают выиграть время для этого. И разворачиваться с каждым днем будет больше лабораторий. На сегодняшний день работают 3 лаборатории в республике. С завтрашнего дня будут уже 4 лаборатории в республике работать. Хорошо, спасибо. Ну а я хочу вам также напомнить, то, что здесь созданы практически все условия для работы данного персонала. Комната отдыха, душевые кабинки, туалет и так далее. Вместе с тем мы сегодня также посетили клиническую больницу номер 3, где проходит забор анализов у студентов, которые приезжают из-за пределы региона, также страны. И вот непосредственно все эти анализы поступают в эту лабораторию. Ну, на этом у меня все. Более подробная информация будет вечером. Дима, спасибо. Будем надеяться, положительных результатов на COVID-19 в Якутии больше не будет. А я напомню, Дмитрий Тымыров в прямом эфире рассказал о работе лаборатории по проверке на коронавирус. Из-за борьбы с вирусом многие предприятия Якутии переходят на удаленный способ работы. Такой формат практикует и наша компания. НВК «Саха» и «Якутия-24» перевели большую часть сотрудников на частичную или удаленную работу. Как в таких условиях сейчас готовят новости телеканал «Якутия-24». Репортаж Агафьи Гоголевой. Круглосуточный информационный телеканал – это ежечасные выпуски новостей, съемки, прямые включения. Работа без выходных и даже в условиях всеобщего карантина СМИ входит в список непрерывно действующих организаций. Информационная служба телеканалов «Якутия-24», НВК, «Саха», радио «Тетим» такова, что необходимо быть на рабочем месте. Поэтому нами сформирована специальная бригада, которая до 5 апреля будет заниматься оповещением населения о ситуации с коронавирусом, разумеется, с соблюдением всех санитарных норм и норм Трудового кодекса. Мы готовы сегодня взять на себя ту социальную ответственность, которую ждут от нас якутяне. За всем этим стоит огромная команда специалистов. Перевести их хотя бы частично на удаленную работу – дело непростое, но, как оказалось, осуществимое. Сидя дома, я захожу на все ресурсы сервера и могу монтировать сюжеты, прослеживать эфиры, то, что там делается. Для редакторов радио основным инструментом является мобильное устройство. Однако полностью перевести даже эту службу на удаленную работу не представляется возможным. Всегда есть дежурный сотрудник. Запись вот только что, которую вот я записала сейчас, эти новости, да, они выйдут уже через полчаса. В эти полчаса должны успеть ребята, получив там уже у нас в НВК, на телеканале Якутия-24, успеть смонтировать и поставить ее уже, в общем-то, в плейлист.
В круглосуточном режиме работает служба и интернет-вещания телеканала «Якутия-24», сайты як24.ру, НВК онлайн, а также YouTube-каналы «Чохон», НВК Саха и «Якутия-24». Эту службу на удаленную работу удалось перевести полностью. Мы уже неделю назад перешли на дистанционный режим работы. В принципе, формат работы не поменялся, только мы работаем из дома, и все. Но все звонки и так далее здесь можно проводить. Мы пишем как минимум 16 новостей в день, но в связи с такой ситуацией, которая сейчас происходит в регионе, где-то 20 новостей точно выходит. Несмотря на некоторые технические неудобства, работа удаленно имеет и свои преимущества. Это экономия средств и возможность оформить рабочее место по своему вкусу. Но самое главное – безопасность каждого сотрудника самой многочисленной новостной редакции в республике. Агафья Гоголева, Григорий Хлопков, Георгий Григорьев, Якутск. Самоизоляция – единственный эффективный способ избежать распространения нового коронавируса. В России, где за последнее время количество заболевших перевалило за 600 человек, решено рекомендовать всем жителям страны уйти на добровольную самоизоляцию. Вся следующая неделя по решению президента Владимира Путина будет нерабочей. Пришло время оставаться дома. Что такое самоизоляция и чем она отличается от карантина, расскажем в сюжете далее. Будни мамы в декрете тихие и размеренные. Малышка в детском саду, муж на работе. Последнюю неделю компанию Юлии Пожидаевой составляет старшая дочь. Школы на досрочных каникулах, о причинах без перерыва говорят на всех каналах. В мире пандемия нового коронавируса. Семья старается не посещать без острой необходимости общественные места. Если мы, допустим, идем в магазин за продуктами, то мы покупаем намного, допустим, на длительное время, на неделю, чтобы лишний раз не выходить, как это было раньше. Вся наша семья поддерживает те меры, которые нам рекомендует и Роспотребнадзор России, и наша республика, и штаб Ленского района. Мы полностью за эти предпринимаемые меры. А рекомендации просты. По возможности оставаться дома. В этом принцип самоизоляции. В помощь книги, интернет и хобби, чтобы не заскучать. Самоизоляция сегодня – обдуманный выбор многих семей. Они без острой необходимости не покидают своих квартир. Отвезти ребенка в детский сад, сходить на работу, на обратном пути заскочить в продуктовый магазин. Вот и весь маршрут. Но временные ограничения они воспринимают нормально. Ведь это ответственное отношение к себе и своим близким. Только самоизоляция поможет снизить уровень заболеваемости. Сегодня это общероссийская стратегия. В регионах страны вводят жесткий карантин для группы риска – пожилых людей. Дети со следующей недели продолжат обучение по школьной программе дистанционным способом. Оставаться дома можно будет и работающим взрослым. Глава государства Владимир Путин объявил дополнительные дни отдыха для россиян. Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. Такой внеплановый отпуск нужно воспринимать правильно, провести его дома. Чтобы избежать лишних соблазнов, в городах закрывают развлекательные заведения. Давно под замком спортивные учреждения. В Ленском районе в оперативном штабе еженедельно ужесточают меру предупреждения заболевания и следят за их выполнением. Карантина пока нет, но его не исключают. Карантинные меры – это строгие карантинные меры, потому что дети не были на улицах, находились дома, что лица те, которые прибыли из-за границы, которые поместились на домашний карантин, в обязательном порядке проходили домашний карантин, чтобы они на улицу не выходили, потому что им, опять же, выдаются больничные листы, и государство идет на оплату, поэтому, чтобы они строго к этому подошли. Все мероприятия взяты в Ленском районе, это отмена культурных, массовых мероприятий, связанных с тем, чтобы, еще раз подчеркиваю, разобщить население, чтобы не было у нас скучности и не было массового заболевания данной инфекцией. Главное отличие самоизоляции от карантина одно. Человек на карантине не имеет права ни при каких обстоятельствах покидать квартиру или обсерватор. Пока такие меры только для тех, кто прилетел из-за границы. Наказания для несоблюдающих карантинный режим нет. Но в Госдуме уже на утверждении лежит новый закон. Если он вступит в силу, нарушители карантина будут платить штраф 500 тысяч рублей. Олеся Васева, Олег Соснин, Антон Каханский. Телеканал «Алмазный край».
Якутск не сможет обеспечить всех нуждающихся школьников компьютерами в период дистанционного обучения. Техническая возможность продолжить онлайн-обучение отсутствует более чем у 500 столичных школьников. Проблему испытывают и многодетные семьи, у которых нет возможности предоставить детям одновременный выход в онлайн на разных учебных платформах. Удаленное обучение начнется после карантина, а в это время власти ищут выход из сложившейся ситуации. Разбиралась Ульяна Шагина. Екатерина Сафолова – многодетная мама 4 детей, 3 из которых школьники. В семье уже озадачились, как обеспечить удаленным образованием детей, если на всех в доме всего один ноутбук. Ноутбук-то один. Не знаю, как будем учиться, я не знаю. Между тем, есть те, у кого и вовсе нет компьютера. Столичные школы уже подсчитали количество таких. По итогам опроса, из 46 тысяч учеников у 524 компьютер в доме отсутствует. Более 800 семей и вовсе не имеют дома Wi-Fi. Ресурсов у школ не так много, компьютерной техники, ноутбуков. Да? Будем думать, особенно по выпускным, чтобы, если есть возможность у школы, чтобы выделить ноутбуки для выпускников. Те, кто могут себе позволить покупку компьютера, а таких тоже немало, ринулись в магазины по продаже цифровой техники. Сотрудники признаются, спрос на компьютеры за последнюю неделю действительно заметно возрос. Игровой сегмент, получается, офисный, средний. Где-то от 20 тысяч до 35 тысяч. Покупают, да. Как говорится, спрос рождает предложение и диктует цены. Горожане жалуются, что цены на компьютерную технику уже подскочили. Сотрудники же магазинов уверяют, что это не из-за спроса. Во всем виноват курс доллара, который на сегодняшний день перешагнул отметку в 79 рублей. В процентах я не могу сказать. Где-то на 100 рублей, где-то на 1000. Где-то так, да. Но это не из-за того, что спрос поднялся? Нет, абсолютно нет. Тем, кто не может позволить себе покупку компьютера, власти предлагают заменить их мобильными гаджетами. Благо, скорость интернета позволяет пользоваться всеми 18 платформами, предназначенными для удаленного обучения. Учителям же советуют на этих платформах не зацикливаться, а искать и другие варианты организации онлайн-обучения, учитывая возможности каждого ученика. Будем думать, как будем организовывать или, как обычно, в бумажной форме, да, чтобы был обменные данные, чтобы с помощью волонтеров или родителей могли приносить свои работы уже в школу. В Министерстве образования республики предлагают для онлайн-обучения школьников использовать телевидение. Так, с 25 марта на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха» начался цикл занятий по математике и русскому языку для 9-11 классов. Эти уроки транслируются и на портале YouTube. Конкретные варианты помощи будут предложены чуть позже. Власти их пока только формируют. Между тем, столичные семьи с детьми-инвалидами получат разовую помощь в размере 3000 рублей. На эти деньги, к примеру, можно провести в дом сеть Wi-Fi. Ульяна Шагина, Джулус Иннокентьев, Якутск. А подмосковные предприятия взялись за производство дезинфицирующих средств. Подробнее в материале наших коллег. Коронавирус вызвал настоящий ажиотаж у жителей всего мира. Скупают не только маски, но и дезинфицирующие средства. Мы приехали в Мытищи, на предприятие, где как раз разрабатывают и производят дезинфицирующие средства. Мы находимся в лаборатории, буквально в сердце этого предприятия, где проверяют на качество все сырье и готовую продукцию. Именно в лаборатории начинается разработка средства. Инженеры проверяют, как антисептик борется с бактериями и вирусами, добавляют необходимые увлажняющие элементы. Для защиты нашей кожи рук, в состав антисептиков всегда входят смягчающие кожу компоненты, это витамин Е, обладающий антиоксидантным действием для кожи. В компании работает больше 100 человек, у каждого своя сфера ответственности. Моя следующая остановка – это микробиологическая лаборатория. Для этого мне необходимо пройти санпропускник. Как вы видите, двойной халат на меня надели, маску, шапку, бахилы. Ну а теперь пойдемте продезинфицируем руки антисептиком. Тщательно, очень тщательно дезинфицируем. Так. Впитывается хорошо и быстро. Ну что, побежали смотреть? Здесь проводят тесты новых дезинфицирующих средств, наблюдают за их чувствительностью к некоторым микроскопическим организмам. Кожные антисептики из нашей ассортиментной матрицы мы тестируем на руках волонтеров.
in vivo, то есть в жизни, на их липидной мантии кожи. А концентраты мы исследуем на разного вида поверхностях. Для проверки будущего антисептика подойдет металл, пластик, кафель и стекло. Для того, чтобы не покидать лабораторию, все необходимые материалы передают через специальные шлюзы. Компания на рынке уже больше 20 лет. Из-за большого спроса объемы производства пришлось увеличить. Сотрудники теперь работают в 2 смены. Нам приходится изыскивать все производственные мощности, которые у нас есть. То есть не только автоматический розлив, но мы привлекаем людей для ручного розлива, на линии, которые раньше использовались для экспериментальных каких-то разработок. То есть все это мы пытаемся как можно больше задействовать, чтобы произвести максимальное количество антисептических средств. Есть антисептики для индустрии красоты, фитнес-центров, бассейнов и саун. У каждого средства свой процесс производства. Кому мало такого объема дезинфицирующего средства, здесь также разливают 5-литровые канистры. Очень уж хороший объем. Как вы уже поняли, средства точно хватит всем, но не стоит обрабатывать руки по 50 раз в день. Достаточно делать это раз в 3 часа. А главное, хорошенько втирать в течение 20 секунд. Тогда мы сможем обезопасить себя от нежеланных бактерий и вирусов. Майя Роженкова, Вячеслав Велисов и Екатерина Бутовская. Новости 360. Жители населенных пунктов в районе аэродрома Финам в Подмосковье получили послание от пилотов, которое было транслировано прямо на небе. Пилотажная группа «Первый полет» написала в небе при помощи воздушных судов фразу «Береги себя, оставайся дома», продублировав после ее на английском языке. На кадрах, снятых во время исполнения аэрофлешмоба из кабины пилота, видно, как капитан одного из воздушных судов следит за синхронностью выполнения маневров, ориентируясь на остальные самолеты. Таким образом, пилоты решили призвать граждан быть социально ответственными и по возможности не покидать свои дома, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Власти Израиля запретили гражданам отходить от дома более чем на 100 метров. Ограничения будут действовать неделю с возможностью дальнейшего продления. Также обсуждается вопрос о введении тотального карантина, рассказывает Артем Сторонов. Власти Израиля с вечера среды еще сильнее ужесточили меры противодействия распространению коронавируса. Закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Практически полностью прекращено движение общественного транспорта. Гражданам страны запрещено отходить от дома более чем на 100 метров. Исключениями являются поход к врачу за продуктами или чтобы помочь человеку, который не может обслуживать себя самостоятельно. Пока что такой режим будет действовать 7 дней, но затем его могут продлить. Большая часть населения уже находится дома в режиме самоизоляции. На работу можно выходить только обладателям специальных разрешений. Также продолжают функционировать сервисы доставки. Если мы не увидим немедленного улучшения ситуации, нам не избежать введения полного запрета на выход из дома, за исключением посещения аптек и продуктовых. Это может произойти в ближайшие дни. Мы уже готовим законодательство и продумываем логистику. Нарушителям режима грозит штраф в размере от 5000 шекелей. Это более 100 тысяч рублей. Или арест на срок до 6 месяцев. За соблюдением карантина следят полицейские. Они останавливают редких прохожих на улице, проверяют у них документы и выясняют, почему они вышли из дома. По данным на четверг, в Израиле зарегистрировано почти 2500 случаев заражения коронавирусом. 5 погибли. За минувшие сутки заболели 495 человек. А в Испании за минувшие сутки скончались от коронавируса 655 человек, а накануне 738. Смертность в стране вторая в мире после Италии и выше, чем в Китае – 4000 человек. Число подтвержденных случаев заражения с момента введения режима чрезвычайного положения выросло в 10 раз. Катафалки один за другим подъезжают к крытому катку в Мадриде, спешно превращенному в мертвецкую. Специализированные морги в столице Испании уже не могут принимать тела скончавшихся от коронавируса. Смертность в стране превысила показатели Китая.
По официальным данным, в среду жертвами инфекции стали за сутки 738 человек, в четверг – 655, а общий, увы, пока предварительный итог – свыше 4000, больше только в Италии. Больницы в столице королевства и одноименном регионе переполнены. Приходится в экстренном порядке возводить временные полевые госпитали. Этим занимаются местные власти и французская благотворительная организация «Врачи без границ». Нужда в новых койках становится все более насущной, поскольку число заболевших в четверг достигло 56 тысяч против 47 тысяч в среду. Среди тех, кто готов оказать поддержку попавшим в беду соотечественникам, звезды спорта, такие как теннисист Рафаэль Надаль и баскетболист Пау Гасоль. В течение нескольких дней я размышлял, как могу помочь в этой новой ситуации, и пришел к заключению, что вы, испанский народ, всегда были с нами, атлетами, и в счастливые и трудные времена. Вместе с моим другом Пау мы предложили объединить усилия спортсменов и Красного Креста. Наша цель – собрать 11 миллионов евро для 1 миллиона 300 тысяч человек. Я верю, что весь испанский спорт поддержит эту инициативу. Пау и я уже сделали взносы. В группе повышенного риска находятся стражи общественного порядка и чиновники, которые продолжают выполнять служебные и должностные обязанности в разгар эпидемии. Для них организовано тестирование на коронавирус в здании муниципального полицейского управления в Мадриде. Новорожденного белого тигренка в зоопарке мексиканского города Кордова назвали в духе времени «Ковид». По словам смотрителей, появление детеныша на свет стало для них сюрпризом. Подробности далее. Бенгальский тигренок, родившийся 14 марта в зоопарке Кордовы в мексиканском штате Веракрус, получил зловещую кличку «Ковид». Пандемия коронавируса COVID-19 уносит жизни людей по всему миру. Имя матери новорожденного тоже не внушает оптимизма. «Ля Герра», то есть «война». Папа Тоньо, здесь ничего страшного. По словам ветеринара Китси Родригес, появление ковида стало сюрпризом для всех. Он просто чудесный тигренок, хотя и нежданный. В прошлом году в зоопарке родились 2 бенгальских тигрят, но матери пришлось делать кесарево сечение. К другим темам. В Якутии снизили грузоподъемность автозимника Хандыга-Мегина-Алдан на трассе Колыма. Ограничение до 30 тонн, установленный Упор-Дор-Вилюй, действует с 26 марта. С 1 апреля аналогичное ограничение начнет действовать на ледовом автозимнике Якутск-Нижний Бестях и на ледовых переправах федеральной автомобильной дороги Вилюй. А противопаводковые мероприятия по ослаблению льда на реках республики завершатся до 15 апреля, передает пресс-служба Минэкологии региона. Работы на реках Алдан, Амга, Нюя и Ток проводятся в рамках переданных федеральных полномочий. На 31 участке общей площадью более 200 гектаров будет проведено зачернение льда, сообщил замглавы ведомства Эдуард Пихтин. Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств федерального бюджета. В текущем году на эти цели предусмотрено более 30 миллионов рублей, в том числе в виде субвенций в размере 9 миллионов. Далее коротко о среднесуточной погоде в крупных городах нашей республики. В Алдане переменная облачность, небольшой снег. Температура воздуха минус 13 градусов. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. В Ленске тоже пасмурно. Весь день будет идти снег и минус 4 градуса. Западный умеренный ветер 4 метра в секунду. Чуть холоднее в алмазной столице. Термометры покажут 5 градусов ниже нуля. Пасмурно, ветер юго-западный 4 метра в секунду. А в столице Южной Якутии, Нерюнгри, продолжается метель. Минус 13 градусов по Цельсию. Северо-западный сильный ветер с порывами до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 691 миллиметр ртутного столба. И потеплело в Якутске, метель практически прекратилась. Светит солнце, в столице минус 11 градусов. Порывы ветра до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. К этому часу это все новости. Оставайтесь на Якутии 24.